А инженерно-кадетский батальон при Ухтинском университете планирует выйти из структуры вуза. Уникальное в республике подразделение по подготовке сотрудников органов внутренних дел, непрофильное для технического университета, рассчитывает дальше развиваться уже под эгидой Министерства образования республики. Что повлияло на такое решение, узнала Виктория Науменко. Подъем в 6 утра, железная дисциплина, военная выправка, чеканный шаг. Все это про воспитанников Ухтинского инженерно-кадетского батальона. Их студенческая жизнь особенная. Равняй! Смирь! Довольно разойди! Есть! Ребята со всей республики и даже из других регионов не просто учатся, но и живут при учебном заведении. Так Руслан Тищенко приехал учиться в Ухту из Санкт-Петербурга. Местный инженерно-кадетский батальон уникален тем, что здесь можно получить не школьное, как в других батальонах страны, а среднее профессиональное образование, на базе которого можно сразу идти работать в органы. Отец был наслышан про Ухту, был наслышан про инженерно-кадетский корпус в Ухте, то, что он считается один из самых лучших. Кстати, поступают сюда со средним баллом чуть выше тройки. Таким ребятам дают шанс, и не зря. Почти у всех через некоторое время учеба подтягивается. Влияет дисциплина. Общее образование здесь совмещают с военной подготовкой. Каждый день у ребят четко расписан. Подъем, зарядка, завтрак, построение, учебное время, тихий час, а вечером строевая подготовка. В выходные можно уехать домой. К насыщенному расписанию новички привыкают не сразу, но после все оценивают его очевидные плюсы. Вливаться в распорядок дня, там, подъемы, зарядки, это было поначалу тяжеловато, но со временем я адаптировался, привык, и стало все нормально, хорошо. Чувствую, что там стал взрослее, ответственней, ну и со всеми вытекающими. Легче стало делать физические нагрузки, да, вот. Ну и дисциплина стала лучше. В том плане, то, что послушание, дисциплина, получается, вот, да, и саморазвитие. Учеба в кадетском батальоне дает множество полезных в жизни навыков и качеств, но большинство ребят идут сюда с четкой целью – связать жизнь с военным делом. Многие по стопам родителей и при их горячей поддержке. У меня мама работает в полиции, в участковом уполномоченном полиции. Быть полицейским, то есть это моя мечта, я о ней давно рассказывал. Уже с 8 класса выбирал, куда я пойду. И когда вот узнал то, что здесь открыли, я сразу захотел сюда пойти, и она меня поддерживала с самого начала. Кадетский батальон в составе Ухтинского университета начинался с единственного класса на базе одного из колледжей УГТУ в 2013-м. Через 3 года это было уже целое подразделение, а с 2018-го – батальон. Так, в минувшем году от Министерства образования Коми для поступления в Ухтинский инженерно-кадетский батальон было выделено 75 бюджетных мест. Правоохранительные органы чувствуют некомплект. И вот одна из задач создания инженерно-кадетского батальона и была это попытаться на нашей базе готовить будущих сотрудников правоохранительных органов. С теми ребятами, которые поступают на правоохранительную деятельность с первого курса, уже заключается договор о целевом обучении. За почти 8 лет деятельности кадетское подразделение стало отдельным миром со своими задачами и порядками. При этом инженерно-кадетский батальон остается частью Ухтинского технического университета и частью уже некомплектной, считают руководство подразделения и родители воспитанников. Последние и стали инициатором отделения. Инженерно-кадетскому батальону для дальнейшего развития необходимо быть под республиканским руководством, считают они. Наши дети, они получили большую путевку в жизнь. У них появились цели у наших детей. Мы очень обеспокоены сегодня сложившейся нашей ситуацией вокруг кадетского корпуса. Но мы надеемся, что наша проблема решится, что все будет хорошо. В настоящее время родители ухтинских кадетов написали коллективное письмо на имя главы республики. И руководство Ухтинского вуза уже обсуждает вопрос отделения инженерно-кадетского батальона на региональном уровне. Виктория Науменко, Павел Лагутин, телеканал Юрган, Ухта.